Приветствую на моем YouTube канале. Меня зовут Диалохов Айсян, я импровизатор хомусис, играю на хомусе уже 12 лет и обучаю людей играть на этом волшебном музыкальном инструменте. Сегодня разучим один из мотивов якутского традиционного стиля сыетарды. И перед тем, как приступить к практике, давайте разберем, что такое сыетарды. И точное определение этого стиля я нашел в этой книге. Книга 91 года, называется она «Варган, хомус и его музыка». И здесь говорится, что когда мы играем в стиле сыетарды, мы используем якутские народные песни. Но при этом мы воспроизводим не только мелодию, но можем выговаривать слова. Говорят же, что на хомусе можно общаться, он может воспроизвести человеческую речь. То есть существует много легенд о том, что раньше люди обменивались своими секретами через хомус, а также влюбленные признавались в любви. И таких вот историй очень много. Еще, когда мы играем в стиле сыетарды, у нас в основном работают голосовые мышцы, а также органы дыхания и язык. Так давайте определимся, с каким звуком мы будем сегодня работать. Мы сегодня будем работать со звуком «э». То есть, когда мы будем играть, у нас положение рта всегда будет как при букве «э». Хорошо. Но со звуком мы разобрались. Сейчас переходим уже к другому упражнению. И там у нас упражнение на горле. В предыдущих уроках, то есть в прошлогодних уроках, я где-то вам рассказывал, что существует в горле точка, то есть глоточный, глоточный звук. Это вот эту точку мы сейчас попытаемся еще раз найти. Все вместе повторяем. Хорошо. Если у вас получился такой звук, мы вот эту точку смыкаем. Он должен сомкнуться. То есть у вас должно быть такое чувство, как будто вы задерживаете дыхание. И при этом говорим букву «э». Сейчас я вам хочу показать, сыграю на хомусе, и вы послушаете. Сейчас сначала я сыграю с зажатым «э», потом с открытым «э». И вы должны понять разницу между открытым и закрытым «э». Сначала закрытое. Открытое. Надеюсь, вы поняли изменения между этими звуками. Сейчас переходим уже к дыханию. И здесь мы возьмем самое простое упражнение, это выдох-вдох. Но мы всегда держим звук «э», да? Давайте попробуем все вместе. Здесь хочу отметить, что когда мы делаем выдох-вдох, упор находится во рту, а не к горле. То есть мы не делаем вот так. Делаем. Почему мы так делаем? Потому что когда мы будем дышать через горло, у нас закружится голова и будет звучать, звук хомуса будет очень тихим. Хорошо, давайте сейчас я вам покажу, потом пойдем вместе. Играю. Хорошо, давайте вместе.
Отлично. И сейчас вот эти упражнения мы соединим. И у нас будет прием, получится мелодия. Давайте, сейчас я сначала покажу, потом пойдем вместе. То есть, соединяем. Вначале делаем с закрытым горлом, потом выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И все это делаем пока с одним ударом. Играем. То есть сейчас я показываю вам. Сейчас вместе. Раз, два, три. Начали. Здорово. Сейчас немножко усложним. То есть сейчас будем играть с двойным ударом. Как это будет? Когда делаем первый удар, держим звук с закрытым горлом. Когда идет второй удар, у нас идет выдох, вдох. Показываю. Сейчас все вместе. Раз, два, три. Хорошо. Сейчас еще сложнее. Здесь получается вот два приема. С одним ударом и с двойным ударом соединяем. И соединяем это следующим образом. Мы с одним ударом играем два раза, с двойным ударом играем тоже два раза. Потом обратно с одним ударом два раза, с двойным ударом два раза. И все время повторяем. Сейчас я вам покажу, потом пойдем вместе. Хорошо, сейчас вместе. Приготовились. Раз, два, три. Начинаем. Здорово. Напоследок хочу вам дать несколько советов. Должны помнить, что это умеренная игра, это традиционный стиль. То есть мы здесь играем медленно. У нас должна получаться такая вот медитативная мелодия. Поэтому все движения не плавные, дыхание плавное, они не резкие. Хорошо? Вот это надо запомнить. Бывают еще такие ошибки, что иногда люди играют очень долго, и у них в голове начинается каша. И тогда вам надо делать такое упражнение. Закрывайте глаза, делайте вдох, выдох несколько раз. Расслабляетесь и потом продолжаете свою практику. Перед тем, как играть на хомусе, лучше играть без хомуса сначала. Просто и тогда у вас будет получаться намного быстрее эти приемы. Сегодня у нас все. Всем большое спасибо. Надеюсь, что это видео было вам полезным. И хочу добавить, что мои прошлогодние видеоуроки помогли многим освоить этот инструмент. Я этому очень рад.
И вот ваши комментарии не просто окрылили, смотивировали меня, и я решил дальше снимать мои видеоуроки. Вам большое спасибо за поддержку и за теплую энергетику. Всем еще раз спасибо. До скорых встреч. Пока.